Слово для выступления предоставляется представителю... Так, сейчас. Так, Министерство юстиции, да? Кулназаров Руслан Арстанович. Здравствуйте, уважаемые представители. Здравствуйте, уважаемые судьи. Здравствуйте, уважаемые участники судебного процесса. Министерство юстиции признано третьим лицом по делу о проверке соответствия абзаца 1 статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. В своем ходатайстве Айтбаев А.Ж. и Омуркулу оспаривают норму абзаца 1 статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, устанавливающую, что постановление суда об аресте приводится в исполнение немедленно после его вынесения. В ходатайстве отмечается, что оспариваемая норма противоречит части 5 статьи 23, статье 55, части 1 и 2 статьи 56, части 4 статьи 58 и частями 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Хотелось отметить, что задачами Кодекса о правонарушениях является правовое обеспечение охраны прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов юридических лиц, общественных и государственных интересов, охрана окружающей среды и порядка, публичного управления от противоправных посягательств. То есть Кодекс о правонарушениях состоит из принципов законности, в котором указано, что правонарушение, взыскание и дополнительные правовые последствия определяются Кодексом о правонарушениях и неотвратимости ответственности за правонарушение, где указано, что каждое лицо, совершившее правонарушение, подлежит ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях. То есть Тухтакунов Н.А. был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство, предусмотренное статьей 126 Кодекса о правонарушениях. В ходатайстве Айтбаева А.Ж. и Омуркулу предлагается признать абзац 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях противоречащим, в том числе части 4 статьи 58 Конституции Кыргызской Республики. Здесь хотим отметить, что согласно части 4 статьи 58 Конституции, каждый осужденный имеет право на рассмотрение его дела вышестоящим судом в соответствии с законом. То есть при этом, согласно части 2 статьи 45 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, обвиняемый, в отношении которого поставлен оправдательный приговор, считается оправданным, а при постановлении обвинительного приговора, вступившего в законную силу, осужденным. Права осужденного предусмотрены в части 7 статьи 46 названного кодекса. Согласно статье 1, части 1 статьи 59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, наказание за преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия. Применяется по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном названным кодексом ограничение прав и свобод осужденного, возложение на него определенных обязанностей. В данном случае понятие осужденный применяется в рамках уголовного и уголовного процессуального законодательства. В этой связи прощение признать абзац 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях, противоречащим части 4 статьи 58 Конституции, с учетом изложенного, на наш взгляд, является необоснованным. Кодексом о правонарушениях предусматривается взыскание в виде ареста за следующие правонарушения: несоблюдение требований условий комендантского часа, статьи 129, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортным средством, статья 193, нарушение порядка несения воинской службы, статьи 423, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или членовредительства, статьи 424, нарушение правил несения караульной службы, статьи 425, нарушение правил несения службы об охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, статьи 426. При этом, согласно части 1 статьи и 2 статьи 33 Кодекса о правонарушениях, арест заключается в содержании правонарушителя в условиях изоляции от общества в местах, определенных органами внутренних дел, и применяется на срок до 7 суток. То есть арест применяется к физическому лицу с целью восстановления правопорядка и воспитания лица, а также предотвращения совершения новых правонарушений, как самим этим лицом, так и другими лицами. На основании вышеизложенного необходимо отметить, что согласно статье 23 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свободы других лиц. Министерство юстиции, соответственно, считает, оспариваемая норма абзаца 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях не противоречит положениям Конституции Кыргызской Республики. Ясно.